Самое главное, нам нужно гражданство и контейнер. Эльвира Ханум и еще 4 члена ее семьи в 2015 году переехали в Крым. Тоска по родине заставила их вернуться из Средней Азии. О том, что на родной земле столкнуться с проблемой гражданства, даже не задумывались. 4 года они пытаются получить документы, но пока безрезультатно. Слава Аллаху, мне соседи, родственники то дали, это дали. Но это же не всегда. Это же не всегда. Я же не могу каждый раз на буханку хлеб пойти у родственников деньги дать. Работать нельзя. Эльвира Сеттарова пенсионерка, только вот пенсию она не получает. На нервной почве заработала сахарный диабет, а лечиться толком и нечем. Покупать лекарства нет средств, а бесплатно она их получить не может. Женщина просит помочь их семье. Контейнер, пенсия и прописка. А все остальное у меня будет. Я больше у государства ничего не прошу. Не прошу дом, не прошу землю, не прошу участок. Я только хочу одно хочу – прописку и благополучно жить в Крыму, на земле моих предков. А вот внучка Эльвиры Сеттаровой, 19-летняя Гулю Камалиева, приехала в Крым еще школьницей. С детства мечтала быть врачом. Хочет лично оказывать профессиональную помощь родным. Окончив на отлично школу, девочке выдали аттестат. А учиться профессии она не может. Из-за отсутствия гражданства поступить на бюджет не получается. Родители тоже хотели, чтобы я одевала белый халат. И как-то хотелось воплотить эту мечту, но не получилось. Как гражданин другой страны я не смогла поступить, поскольку мне было как-то жалко родителей, потому что, деньги нужны. Отец и брат Гулю сейчас находятся за границей. Каждые 90 дней они вынуждены выезжать из Крыма. Надеются хоть таким способом получить гражданство. Сейчас вся семья живет лишь за счет хозяйства. Единственная кормилица – корова. Еще есть несколько птиц и овец. Коровушка есть. В Джанкойском районе числится 59 человек без гражданства. Администрация со своей стороны делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки помочь этим людям. Несколько раз у нас были совещания с муниципальными образованиями, с Госкомнадцем, с представителями ФМС по этим вопросам. Мы им списки передали на Госкомитет, они через ФМС уже сказали, на Москву отправили. Вопрос в ближайшее время должен решиться, чтобы получить этими людьми гражданство. За 4 года в Джанкойском районе 20 человек получили гражданство. Есть надежда, ситуация и для остальных улучшится уже скоро. София Шукурова, Иван Евдокимов, телеканал Миллет.